или не делай, от этого вокальное искусство практически не зависит в России. Никак. А в Мордовии как у нас проявлялась вот эта политика государственного антисемитизма? Это во всей стране, но а что вы вот знаете, допустим, из своих знакомых? Вы знаете, в Мордовии евреев вообще было очень мало. Всего их было здесь мало. Поэтому такой явной, скажем, политики, не встречали? Нет, встречался. Встречался, знаю даже тех людей, некоторые из них очень уважаемые, кстати. Но все-таки у нас вот был Тепман, главный инженер выпрямителя, потом в главке в Москве работал. Еще другие люди. Не запрещали карьерный рост. Примеры есть масса. Вот. Ну, потому что вообще мало было здесь евреев. Ну, на селе практически ноль. А вот в Саранске, вот только, может, немножко еще в Рузаевке. И все. Тут вообще их мало. Ведь евреи, они в основном жили в западной части России. Они же как попали в Россию в массовом порядке? Это когда была присоединена Украина. В Польше в основном они жили. Их было много в Варшаве евреев. С Польши они попали в Украину, а в Россию из Украины, когда уже Украина была. Это уже было, наверное, при Петре или Екатерине Первой. Вот так. А до этого тут не было, тут их было очень мало, разговаривать не о чем было. Вот, а тогда много стало. А вот в московских некоторых вузах те, кого это коснулось, говорили, что им запрещали, допустим, поступать в МФТИ, кто хотел, им приходилось там стали сплавов, вот как вот? Я тоже знаю про такие случаи. Да, это было. Потому что Сталину не нравилось, что много евреев занимается физикой. Это даже в 80-х годах было. Ну что ж, вот. Плохо. Нет толерантности. Вот потому-то и уезжать стали. Потому что не было толерантности. А вот, кстати, вот почему они уезжают и оттуда, забывают фактическую страну? То есть, если вам здесь мешало заниматься политической активностью, гражданской, что вы боялись, допустим, власти, то когда вы уехали из страны, оттуда-то помогаете, занимаетесь просвещением, занимаетесь... Все, уехал, до свидания. Вот это тоже говорит, что безответственность, она не зависит от того, где человек находится. Она не от страха, она от внутреннего равнодушия. Я согласен с вами. Это было воспитанной системой, к сожалению. А как надо воспитывать ответственных людей, граждански активных? Это ведь вот с такого возраста начинается. И зараз тоже не... понимаете, любые такие проекты, они требуют десятков лет. Вот когда десятки лет это дело, как говорят эти англичане, для того, чтобы лужайка была ровной, 300 лет стричь надо. Да. Понимаете? И так 300 лет, да. А когда мы хотим, чтобы завтра все было, завтра, к сожалению, не бывает. А вы сами с репрессированными знакомые не были? Они не пережили? Не расскажете? Я был знаком с одной дамой, которая когда-то была женой маршала. Угу. Потом она была директором пединститута в Москве. Потом ее репрессировали. 10 лет отсидел в тюрьме. Вот я с ней был знаком. Это вы в каком городе познакомились? В Саранске. В Саранске. А что она здесь? Она к родителям пришла. А ее арестовали за то, что она была женой маршала? Конева. Конева, ой-ой-ой. Конева. Вот. Прославленного, который... Да. Была. Когда посадили, уже не стало. А Сталин ведь посадил жен. Извините. Да. Он в чем... У него жена покончила с собой, и он решил, чтобы другим жизнь медом не казалась,
большинству своего окружения репрессировал жен. Да. Молотов, значит, личный его секретарь Поскребышев, вылечил из головы. Ну, в общем, там нескольким десяткам. И кому говорил, найдемте новую жену. Калинин, староста у нас, тоже даже боялся, он даже ни разу не подошел по поводу нее. Боялся, что попадет. И так только при смерти, когда уже он умирал, ее выпустили, чтобы она годик побыла с ним. Перед смертью он ее повидал. И у Конева получается. А Конев, как вы к Коневу относитесь? Ведь другие военачальники, при них были и массовые изнасилования среди немцев. После войны создался фонд, и туда только 5 миллионов женщин Германии попали, стали членами, сказав, что они были изнасилованы советскими воинами. Только 5 миллионов из них открыто заявили. А когда Конев пришел, он остановил все эти изнасилования, стал расстреливать тех, кто организовывает это, и при нем все прекратилось. А при Жукове там и другим это процветало. Потому что им еще Сталин говорил, что пусть солдат поразвлекается, а Конев все-таки вот в этом отношении как от человека зависит. Очень сильно зависит от человека. От его образования, от его культуры, от понимания ситуации. Очень сильно много зависит. Просто очень. А вот вы с Бахтиным были знакомы. Он ведь чудом избежал репрессий. Ну как не избежал? Какие-то репрессии с ним были. Да. Его же высылали в Казахстан. Высылали. Ну вот, он работал бухгалтером там в колхозе. Это его дело разве? Да, это, но по крайней мере его не уничтожили по мордовскому блоку. Потому что ему удалось за несколько месяцев выехать из Мордовии, уволиться из пединститута. А так бы он, возможно, тоже попал бы. Ну вот я скажу, что все-таки это вот был, может быть, самый такой, не знаю, все-таки не я должен это говорить, а более узкий специалист. Но мне кажется, период нахождения в Саранске самый плодотворный был у Бахтина. Я так считаю. Из того, что я знаю, что некоторые его книги подписаны другими фамилиями, знаю. Ну что сказать, но все-таки, понимаете, относительно здесь было легче, все-таки, чем в таких цивилизованных городах, таких центрах культуры, как там Москва, Петербург и тому подобное. Здесь все-таки он получил кафедру, возглавлял кафедру зарубежной литературы. Но это вы имеете в виду уже после войны, да? Да. После войны. А как вы считаете, какое из исторических зданий Саранска лучше всего подходит под музей памяти жертв политических репрессий? Вот у нас есть военкомат, находится на перекрестке Московской и Республиканской в историческом здании усадьбы Кубанцевых. Есть город-администрация, шикарное здание, построенное во время Первой мировой войны, тоже чем не большой музейный комплекс. Еще есть несколько исторических зданий. Вам какое больше всего нравится? Надо, чтобы оно было не такое большое, как, например, бывший горсовет, да? Там можно сделать много музеев в одном здании. Такая идея есть. Так, у нас, еще мне кажется, есть музей один. Почему бы часть места не выделить под, в начале хотя бы, под небольшой комплекс такой музейный. Под экспозицию, да? Да, под экспозицию, небольшую часть. Все равно же сразу не будет. Вот. И там бы он развивался, а потом, когда уже достиг бы какого-то такого существенного уровня, когда там были бы экспонаты и все такое прочее, тогда можно было бы подумать, чтобы и отдельное здание поставить. А вы какой музей имели в виду сейчас? Наш музей на Московском. Краеведческий. Да. Но он уже не музей. Его сейчас будут реконструировать несколько лет, чтобы он не рухнул. Будет там музей, наверное, со временем. Да, наверное, там будет все-таки службы православные.
Ой, я даже не знаю, какое из этих зданий, мне кажется, они... Ну вот новый музей Кривеческий, куда перенесли фонды, да, вот этот Ну, можно шикарный туда такой. пока. Хорошая идея. То есть с чего-то надо начинать Сначала и... начинается с чего-то. Правильно. Это говоришь. уже будет что-то сделано. Да, понимаете? это уже начнется... И постепенно делать, а не так, чтобы открыть сразу то, а потом там нет ничего, выясняется. Да, надо начинать с нескольких стендов. Ну, может быть, вот на Советской улице этот музей же есть, посвященный Второй мировой войне. Музей Нужно боевой там славы, да. часть там сделать его. Это связанные все-таки вещи, я считаю. Виталий Александрович, не буду вас больше мучить. Хочу Меня не мучает. напомню нашим уважаемым телезрителям, что мы выслушали мнение и позицию, точку зрения и вообще часть мировоззрения. Услышали доктора физико-математических наук, профессора, председателя регионального отделения нанотехнологического общества России Виктора Александровича Маргулиса. Спасибо вам большое, Виктор Александрович. И вам спасибо.